Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося ингушского поэта Джамалдина Яндиева. Вековой юбилей народного поэта масштабно отметили во всех районах республики. В Национальной библиотеке прошли третьи яндиевские чтения. В мероприятии приняли участие члены Союза писателей Ингушетии, общественные деятели, родные и близкие классика ингушской литературы. Почетным гостем творческого вечера стал и глава республики Юнусбек Евкуров. Мадина Пугоева продолжит. Совяча луамашка, ляча дек. Оттача илинца сирдет васек. Совяча луамашка шури шолдаш сус. Эканга сатусыш, экацус. Строки стихотворения Джамалдина Яндиева спустя десятки лет вновь оживают на устах талантливого и семипризнанного драматурга и писателя. Человек, чье имя и творчество никогда не померкнет. Именно так о своем коллеге по перу отзывается Исаак Адзоев. В зрительном зале, затаив дыхание, его слушают все, начиная от известных общественных и политических деятелей и заканчивая самым юным слушателем. Алло, боли цитина, тхусала, музик, яху, яхчарханц. Таханерчдинаха, нан мот, галгай мот бац. Духабар. Избей дадуци хадуци, ушмил вачо хожда. Баю, алло, из лису родила звёлиштя вас. Из нагасен вей каст. Джамалдин стихаж ешри, венцечцы ходер вей фуфадизе фудиедизе. Без тени привлечения можно говорить об истинном таланте Джамалдина Яндиева. Его произведения полюбили всем, кто хоть раз читал строки этого народного поэта. Он будто вкладывал в них особый смысл, понятный и близкий каждому читателю. О чем бы он ни писал, как бы он ни писал, какие бы слова он ни приводил, какие бы образы из природы он ни брал, в его стихах всегда речь идет о душевных движениях человека, о его ощущениях, о его чувствах. С этой точки зрения он лирик, который пишет в жанре философской лирики. Обладающий таким непоколебимым мужеством капитан заужал тебя навеки. Так в своих стихах отзывается о Джамалдине Яндиеве далеко за пределами его родного края. Председатель Союза писателей Ингушетии Раиса Дидигова цитирует священнослужителя отца Иоанна из Архангельска, который только начал знакомиться с творчеством великого писателя. Он говорит, держа в руках книгу Джамалдина Яндиева. Когда-то Лидия Корнеева-Чуковская говорила, что все наши книги – это письма к неизвестному другу. И когда друг откликается, читатель, надо думать, значит, я жива, мы живы. Этой весной до меня дошло письмо, которое было написано, как я теперь понимаю, замечательным человеком Джамалдином Яндиевым. С грустью в сердце и с нескрываемым чувством гордости рассказывают о нем родные и близкие, главные гости этого мероприятия. Нетрудно представить, каково им слушать воспоминания друзей и почитателей творчества Джамалдина Яндиева, вновь и вновь вспоминая любимого отца, дедушку и брата. Слушать строки из его стихотворений, на миг переноситься из настоящего в недалекое прошлое. Добрый, честный, такой мужественный, как бы вам сказать еще, такой открытый. Он очень открытый был человек. С ним можно было общаться. Даже вот мы были маленькие, и то вот он с нами находил общий язык даже. Вот приходил в гости, с нами общался он. Поэт, некогда воспевавший свой народ и родной край, теперь и сам стал тем, кому посвящают строки стихотворения. Причем не только уже заявивших о себе и общепризнанных современников, но и тех, кто только начинает свой творческий путь. خلوني شام خينا باخر عدقلينا حمورش ويقمن سيداح قطو يرجعها بقيزي دنيا تشير دنيا خلقش تحتي أيوس جوزمي صورتولش دوتش مدر حبيتي ما أندر قيتمي جوز. Говоря о значимости этого творческого вечера, можно с уверенностью сказать, что индиевские чтения подают яркий пример подрастающему поколению, освежая знания молодых людей о классике ингушской литературы. К тому же участники этого мероприятия имеют уникальную возможность пообщаться с живыми свидетелями становления творческой личности, покорившей сердца миллионов читателей. Это очень значимо. Почему? Это уникальность нашей ингушской поэзии. Она будет... С ней будут знакомиться и многие другие народы. Это важно не только в плане просвещения, знания своего родного языка, но и в плане ознакомления с нашей национальной культурой, с нашей национальной литературой многих других народов и ее представителей.
Пусть не скончается поэтов великих становления, учитесь и не переставайте познавать творческих людей, настоящих сынов своей родной республики. Именно с такими словами к подрастающему поколению обратился глава республики Юнусбек Евкуров. И поэзия, и романы, и повести, все, что пишут писатели, поэты, это все-таки ориентир в жизни, это азимут для человека, куда идти, как расти. Поэтому надо видеть вот этот ориентир за каждым словом наших великих патриархов, особенно Джамалдина Яндиева. Что журчание горных родников, как жаркий подиум жнет усталый жаждал, что бьются они в строчке моей каждой. И в каждом слове всех моих стихов. Мадина Пугоева, Рамазан Миржоев, Сурхок Кусиев, Новости 24.